Здравствуйте! И сегодня вновь о самых важных событиях уходящей недели расскажем в информационном выпуске «События недели» на Гал Медиа. С вами Амелия Бисмарк и коротко о главном. К нарушителям будут применяться крупные штрафы, и не только. Глава администрации Константин Пилья провел расширенное совещание, посвященное борьбе с незаконной добычей криптовалюты в Галском районе. 2500 тонн мандарин ожидается собрать в Галском районе. О прогнозах по урожаю цитрусовых и орехов рассказал Галмедиа начальник управления сельского хозяйства Галской администрации Беслан Бигвава. Отмечены десятки педагогов. В Гале состоялось праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню учителя. Начнем с официальной информации. 24 ноября президент Абхазии Аслан Бжаня поздравил членов Союза писателей Абхазии с 90-летним юбилеем творческой организации. В поздравлении, в частности, говорится: «Сегодня ваш союз, сформированный весной 1933 года, одна из старейших творческих организаций республики. Он активно участвует не только в культурной, но и в политической жизни страны, заботится о патриотическом и нравственном воспитании молодежи. Судьба литературы тесно связана с судьбой абхазского народа и государства, родного языка, национальной культуры. Если одна часть этой целостности исчезнет, то исчезнет все остальное». Уместно вспомнить слова первого президента Владислава Ардзенба: «Если не будет абхазского языка, абхазской литературы, не будет у них перспективы, то и не будет перспективы у абхазского государства». К нарушителям будут применяться крупные штрафы, и не только. 24 ноября глава администрации Константин Пилья провел расширенное совещание, посвященное борьбе с незаконной добычей криптовалюты в Галском районе. В нем приняли участие главы администрации сел района, руководитель филиала РУП «Черноморэнерго», представители СГБ и прокуратуры. Как отметил Константин Пилья, в сложившихся критических для энергосистемы Абхазии условиях майнинг недопустим, даже в случаях использования единичных аппаратов, а главы администрации будут нести персональную ответственность за ситуацию в этом вопросе в своих селах. В стране очень сложная ситуация, и сегодняшний день заниматься производством майнинга — это не то что преступление, это подлость, я считаю, и, наверное, все так считают. В стране тяжелая ситуация, нужен переток из Российской Федерации, который платный для нашей страны, для бюджета, для нас, для всех. Сумма до декабря месяца снижалась по порядка 900 миллионов рублей. Правительство изыскало частичное, но частично еще ищут сборы денег. Это надо деньги где-то найти внутри страны. Это надо из какого-то направления у кого-то забрать и сделать так, чтобы мы были обеспечены электричеством. Все это последствия того, что у нас в стране идет большое потребление. По Гальскому району ситуация не такая сложная, но в любом случае где-то кто-то все равно имеет. На последнем совещании у президента были все главы администрации, всех районов, были министры, были депутаты, все высказались по этому поводу, всем было предоставлено слово. И президент сказал так: в каком районе будет обнаружена майнинг-ферма, глава будет освобожден немедленно, глава и все энергетики, в том числе и руководители тоже. Руководители РУПов Черноморэнерго на местах. Посему крупных больших ферм, у нас силовики здесь, руководство тут, созданный оперативный штаб работает давно и периодически ездят и сканируют, проверяют районы совместно, но без помощи глав сел и без помощи сельских энергетиков, конечно, будет нам сложно. Посему мы просим всех особое внимание. Если у людей на этот период, когда были какие-то возможности, на 1-2 аппарата у людей в доме, глаза, как говорится, закрывались. Понимаю, сейчас это невозможно сделать. Сейчас нужно нам максимум затянуть пояса, в том числе экономия по домам, в том числе свет горит 24 часа у людей, которые они даже не видят, что он горит. И это, поговорите с сельчанами, поговорите с людьми, проведите вот такое совещание, активы соберите у себя сел и обсудите эту ситуацию. Мы максимально идем навстречу, если Нияз Дазмирович приезжает и где-то отключает свет из-за этого. Это все связано только потому, что большой расход электроэнергии, потом еще это на большом счетчике сказывается, видят большое потребление, и как-то нужно эти сборы совершать. Посему мы как-то выработали такую модель, чтобы людей не отключать надолго, как мера воздействия, у нас такая практика в Гальском районе идет давно.
но стараются людей на ночь без света не оставлять. Такая мера воздействия тоже существует. Да, она не очень удобная, она, конечно, сложная, тяжелая, но другого метода на сегодняшний день нет. Пока не будут установлены новые вот эти автоматические счетчики. Сколько счетчиков установлено по количестве? 2984. Установлено. Ниаз Азмирович, у меня вопрос тебе прямо на камеру тебе задаю. А у людей брали оплату за установку счетчиков? Нет. Все за счет Черноморенерго. Все за ваш счет. Таких фактов нету. Потому что в других районах такие факты кое-где были. У нас нет. И стало это известно, и люди получили наказание. Надеюсь, в нашем районе такого не происходило. Нет, Правильно? нет. Все сделали за свой счет. Пришли люди, им установили. Ну, Бесплатно. все отлично. Еще будет эта работа? Сейчас ИПшники остались, магазины, сюда работаем, и Да. город заканчивается. Ага, и Их да, квартиры. да, это заканчивается. И на следующий год будет продолжаться, и по возможности, если будут счетчики, будете продолжать. Сейчас его Шашиклана тоже полностью сделано. Да, счетчики работают, нареканий не вызывают? Нет, нет, проверки идут. Изначально заработали, потом сбои были, сейчас опять программа его работает. Да. Налаживается система, да. Да, контролируют. Если какая-то помощь нужна, тут администрация, им сразу говорите. Глава администрации все, как говорится, изложил, наше видение по этому поводу. Вот, и хотелось бы сказать и напомнить, вот, при проведении подобных совещаний в каждом селе, да, вот у вас, я бы просил бы вас донести до населения, что, конечно же, да, надо избавляться от майнингов, само собой, но при обнаружении значит, майнинговых аппаратов, да, у частного лица, соответственно, будут создаваться административные материалы. И санкции административные, да, вот по наказанию, они очень большие. То есть там производится математическое вычисление количества потребленной электроэнергии на количество аппаратов. Понимаете, и может быть такие суммы там и до 200, до 500 тысяч, то есть штрафы там очень серьезные. И хотелось бы, чтобы вы вот, да, донесли до населения, у кого они есть, что в случае обнаружения что могут быть такие штрафные санкции, которые могут быть реально для владельца и для хозяйства. Это непосильная будет сумма, огромная. Это первое. Второе. Ну, соответственно, значит, по поводу этого совещания, почему он, насколько я понимаю, оно организовал, чтобы донести и до глав администрации сел, что у них будет и персональная ответственность в случае обнаружения, значит, майнинговых аппаратов в их селе. Ну, сейчас я не хочу, как говорится, кого-то там пугать там и так далее, но действия, понимаете, глав администрации, вообще руководителей, да, в данном случае могут квалифицироваться и как по халатности, понимаете. То есть, когда есть прямые обязанности главы администрации, села на месте и так далее, то в данный момент, да, может быть расценен как халатность. Поэтому я бы вас очень просил бы, вот и глава, как бы я присоединяюсь к этому, очень бы просил бы вас к этому вопросу отнестись очень серьезно. Неделя, наверное, сроку. В течение недели все предоставьте акты о проведенных совещаниях с активами. Прям акт. Договорились? Что мы в такого-то числа было проведено, вот такой-то присутствовал актив, вот то-то, 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 то-то присутствовал. Более того, на дне, когда будете планировать совещание, отпишитесь, позвоните, я вам через съемочную группу пришлю для пущего контроля, как говорится. Чтобы люди тоже видели, что это не просто главы инициативы, а это реально сложная ситуация. Уважаемые коллеги, Пришхома. Назначены места выявленные будут проверяться, чтобы потом ничего подобного не было. Простите, мы не знали, мы не услышали. Будет доведено до логического завершения. Здесь Эдуард Константинович уже говорил, в какой ситуации мы находимся на сегодняшний день. Просто обязаны. Это наш гражданский долг, каждого. Чтобы свет был в домах. Своими необдуманными действиями мы просто сделаем только хуже себя. Давайте мы сегодня поговорили, доведем до людей и, как всегда, сплоченно решим эту проблему раз и навсегда. У нас это получится, оно всегда получалось. Я думаю, что проблем с этим мы сейчас не будет. Реально тяжелая ситуация сегодня у нас. Ну, сейчас даже 1-2 себе позволить никто не может. Не имеет просто никакого морального права. Никакого морального права. Понимаю, что это заманчиво, понимаю, что это
за этим еще следуют какие-то вещи, которые, наверное, и раньше это давало возможности уйти от какого-то там криминала, когда человек знал, что какая-то копейка пройдет. Не в этот момент. Помощь окажем, что и делаем. Но только не майнинг, уважаемые коллеги, только не майнинг на этот период. И прошу вас оградить себя, вас, своих родных, по коллегам по администрации. Такое же совещание мы провели, я сказал по администрации, сразу мне придется вас освободить, просто даже и думать не будет, потом будете со мной судиться 3 года и ничего не достигнете. Так что вот прошу вот этому особое внимание, коллеги, только не на этот период. Были места, где говорилось, что свет не наш, свет наш, нет, все подряд были отключены, насколько мне известно. Крупных в районе ферм нет, это мы можем констатировать. Но когда вот эта борьба с майнинг-фирмами произошла, с большими, на совещании, тогда всем предоставили, тогда я сказал, я боюсь, что растекутся из крупных по 2, по 3, по 5, по населению разойдутся, вообще не найдем. Практически так оно у нас и произошло моментом. Но сейчас по району у нас ситуация хорошая, но в любом случае где-то что-то все равно где-то тикает. Борьбу с майнингом активно ведут правоохранители республики. Только за 23 ноября в Очимчирском и Гулрыбском районах, а также городе Сухум обнаружено и изъято более 130 незаконно действующих аппаратов по добыче криптовалюты. Смотрите материал пресс-службы МВД Абхазии. В результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий по выявлению и пресечению незаконной добычи криптовалюты в Очимчирском районе сотрудниками районного отдела внутренних дел совместно со службой государственной безопасности и специалистами Госстандарта Республики Абхазия на территории частного домовладения в селе Пакуаш обнаружено 86 аппаратов по добыче криптовалюты. Хозяин оборудования Читана Химца Капитонович. Оборудование изъято и помещено на склад временного хранения. Сотрудниками отдела внутренних дел по Сухумскому району в селе Баслат обнаружено изъято 30 майнинг-аппаратов, принадлежащих каталанзе Альберту Тареловичу. Мероприятия реализованы совместно с Госстандартом Абхазии и сотрудниками РЭС Сухумского района. В городе Сухум из квартиры многоэтажного дома по улице Эшба участковые уполномоченные первого отдела милиции столичного УВД выявили 5 аппаратов по добыче криптовалюты, принадлежащие к Вицине Отаре Омаровичу. Оборудование изъято. При проведении оперативно-профилактических мероприятий в селе Дранда сотрудниками отдела внутренних дел по Гулрыбскому району в домовладениях по улице Курченко выявлено 2 майнинг-объекта. Изъято 3 аппарата, принадлежащие Тепекян Андронику Аганесовичу, размещенных в подсобном помещении. Работали 4 аппарата, принадлежащие Тепекян Армену Араратовичу. Также в селе Дранда в доме по улице Победы выявлено 3 аппарата по добыче криптовалюты, принадлежащие Бахтадзе Дауру Зурабовичу. Оборудование изъято и помещено на склад временного хранения. Все нарушители привлечены к административной ответственности. Пресс-служба Государственного таможенного комитета Республики Абхазия сообщает, что в среду 29 ноября текущего года с 6:00 до 22:00 на территории города Сочи будет ограничено движение для грузовых автомобилей грузоподъемностью 5 и более тонн, в том числе выезжающих из Республики Абхазия в Российскую Федерацию. О здравоохранении. В Минздраве состоялось рабочее совещание по вопросу организации педиатрической службы и ситуации с вакцинацией детского населения. Главный врач СЭС Алла Беляева доложила, что в этом году была зафиксирована вспышка коклюша среди детского населения. Такие показатели свидетельствуют о том, что уровень коллективного иммунитета упал ниже 60%. Медик отметила, что заболевание COVID-19 протекает у детей в основном в легкой форме. Педиатр, главный специалист управления лечебно-профилактической помощи Минздрава С. Магуния сообщила, что показатели вакцинопрофилактики по республике вызывают серьезные опасения. Основными причинами специалисты называют антипрививочные настроения среди родителей. По их мнению, они черпают неправильную информацию из интернета о вреде прививок, и эта проблема сегодня реально наблюдается не только в Абхазии. Глава Минздрава Эдуард Будба поручил усилить информационно-разъяснительную работу с населением. Кабмин России допустил отмену пошлин на топливо для Абхазии и Южной Осетии. В правительстве обсуждают отмену гибких экспортных пошлин для Абхазии и Южной Осетии. Роснефть и ее дочки получат исключительное право в течение полугода экспортировать нефтепродукты в 2 республики без уплаты пошлин. Правительство рассматривает вопрос отмены вывозных таможенных пошлин для Абхазии и Южной Осетии, которые действуют с 1 октября. Как пояснил источник РБК в правительстве, инициативы были одобрены подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию
требованию защитным мерам во внешней торговле. В настоящее время проекты проходят согласование для внесения в правительство. Сельское хозяйство. Всего 2500 тонн мандарина ожидается собрать в Галском районе. О прогнозах по урожаю цитрусовых и орехов рассказал Галмедиа начальник управления сельского хозяйства Галской администрации Беслан Бигвава. Он также отметил, что качество плодов по сравнению с прошлым годом стало лучше. Цена варьируется от 20 до 50 рублей. По сравнению с прошлым годом, в этом году мало мандарин. Мы ожидаем в Галском районе, в общем, в целом по району, и частный сектор, и общественный, все, и в аренде, которые находятся, около 2500 тонн. Качество мандарин по сравнению с прошлым годом в этом году нормальное. Лучше чуть-чуть, потому что на деревьях мало чуть-чуть. И они более крупные, люди тоже лечили, которые в аренду имеют люди, тоже, они тоже полечили. Но такого массового сбора мандарин пока еще не начали. Просто частные, кто дома имеет, они вот так отдают, продают. Цена тоже разная, цена договорная. Сейчас цену определенно установлена, я вам не могу сказать. Люди продают от 20 до 40, до 40, 50, смотря какие инструменты. Министерство определило 24 рубля за килограмм. А пошлина на границе, площадь в общем, который насаждение есть, которые люди собирают, около 750 гектаров. Из 750 гектаров урожая ожидаем где-то 2500 тонн. Потому что, еще раз говорю, в этом году мандарин очень мало, но качественно. Насчет лечения, мы всем главам администрации сел выдали лекарства, чтобы они выдали населению и сами лечили. А таких массовых этих не было. В этом году тоже клопов не так уж много было и более-менее благоприятные. Орех в этом году тоже совсем, чтобы сказать, было хорошо. Тоже кто полечил, кто обработку сделал, орех нормальный. Цена тоже достаточно. Сейчас в этом году колеблалась в зависимости от качества. От 60 рублей до 150 рублей, 170 рублей доходило тоже. Это просто они берут, чтобы вы понимали, 10 или 20 штук ореха ломают, сколько выходит, они по проценту они выводят. И могли заплатить 100 рублей, могли заплатить 150 рублей. Это зависело от качества ореха. Раньше наблюдалось в Галском районе ажиотаж, что посадить орех. Сейчас люди от ореха как-то особо не сажают и начали сажать мандарины, участки чистить и мандарины. Кто 50 корней посадит, кто 100 корней посадит. Ранние сорта мандарин, это сентябрьские и карликовые, Кованова называется. Вот эти люди тихо, потихоньку покупают и сажают, и вот так, более-менее так. Мандарины наши в Галском районе самые вкусные. 24 ноября в Гале состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя. Грамотами и благодарственными письмами отмечены десятки педагогов. С поздравительным словом к учителям обратился заместитель главы администрации Галского района Даур Ковы. О том, как прошло торжественное заседание и почему октябрьский праздник отметили в конце ноября, расскажет Илона Микава. В Доме культуры города Гал состоялось праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню учителя. Праздник День учителя отмечается традиционно 5 октября. Но из-за того, что район направил все силы на подготовку и празднование 30-летия Победы и Дня города, было принято решение отпраздновать День учителя 24 ноября. В адрес тех, кто всецело отдает себя детям, кто каждый день из года в год посвящает все свое время образованию подрастающего поколения, прозвучало много слов признательности и пожеланий. Первым с профессиональным праздником поздравил педагогов заместитель главы администрации Галского района Даур Ковы, после чего зачитал поздравления от Константина Пилия. Добрый день, дорогие друзья, добрый день, дорогие наши учителя.
Позвольте в этот прекрасный день поздравить вас с профессиональным праздником, Днем Учителя. Профессия учителя, безусловно, наверное, одна из самых благородных, которая существует. Потому что, не отдав себя всецело этой работе, никогда не добьешься результата. И как здесь было правильно сказано на сцене, порой очень приятно видеть результаты своей деятельности через многие-многие годы, когда ты видишь, как твой ученик добивается определенных высот, побед, и ты, глядя на него, понимаешь, что все было не зря. Дорогие мои учителя, еще раз примите искренние поздравления и позвольте мне зачитать приветственный адрес главы администрации Галского района Пиля Константина Эдуардовича в честь Дня Учителя. Дорогие учителя, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем Учителя. Ваш труд нельзя сравнить ни с одним другим. Он бесценный, потому что вам доверяют самое главное, что есть у родителей, детей. Практически всегда учителя – это самые лучшие и верные друзья для школьников, готовые помочь советам и подать руку помощи в трудную минуту. Благодаря вашей профессии ученики становятся образованными и культурными людьми. Вы проявляете заботу и внимание к каждому ребенку, не только для усвоения им знаний, но и закладываете нравственный фундамент всей последующей жизни. Огромная благодарность вам за это. Желаю вам успехов во всем, благополучия, здоровья и старательных учеников. Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь. Образование для государства – одна из самых приоритетных задач. Пусть результаты вашей работы будут только положительными. С праздником, дорогие учителя! Учитель – огромная ответственность перед обществом. Ведь именно учитель, и от него зависит облик последующих поколений. Настоящий учитель – это человек, который хорошо знает каждого своего ученика и видит не только успеваемость, и характер, чувства, проблемы детей, становится наставником, проводником и помощником. Разрешите рассказать вам о деятельности системы образования Гайского района. Сеть образовательных учреждений в районе представлена следующим образом. 19 общеобразовательных школ, 7 дошкольных учреждений. При активной поддержке отдела образования в районе проводятся мероприятия республиканского масштаба. Отдел осуществляет основную работу во всех торжествах, ведь движущая сила – это наше подрастающее поколение, которое активно представлено в творческой среде района. Безусловно, отдел образования сталкивается и с трудностями, так как наш район приграничный и есть существенная проблема, с которой мы боремся до сих пор. Это языковой барьер. Отделом образования была проведена колоссальная работа в интеграции школ в общерайонном мероприятиях. Дорогие и уважаемые учителя, я хочу еще раз вас всех поздравить с сегодняшним праздником, чтобы отдел образования старается облегчить ваш путь, поступают все наши талантливые дети в АГУ и российские вузы. Мы хотим, чтобы наши выпускники получали хорошее образование. И все для этого делаете вы. Спасибо вам всем. Низкий вам всем поклон. После поздравительных речей началось чествование педагогов, чьи труды были по праву отмечены. Работников образовательных учреждений удостоены грамот и благодарственных писем. Церемонию награждения провели завро Екатерина Габеля и куратор отдела образования и культуры администрации Галского района Джамбул Куртава. Профессия преподавателя бесспорно тяжелый труд, который требует высокого профессионализма, огромных душевных и физических сил, мудрости, терпения, умения жертвовать личным временем в интересах подрастающего поколения. Пусть ваши старания всегда принесут плоды. Достижение ваших учеников – это ваша заслуга. Искренне желаю вам успехов, оптимизма, вдохновения, радости, благополучия
достойной заработной платы, здоровья вам и вашим близким. После торжественной части праздник продолжился зажигательным концертом, в котором приняли участие и сами герои торжества. Педагоги порадовали коллег своими талантами, выйдя на сцену с интересными выступлениями. Кукла Барби на витрине хочет главную роль в картине. Я Праздничный день собрал представителей местной власти, учителей, руководителей и ветеранов педагогического труда. Зал был наполнен теми, кто трудится на благо будущего поколения и сам всегда стремится к новым знаниям. Пришли и те, для кого учитель – это одна из важнейших профессий в современном обществе, кто испытывает чувство благодарности к педагогам, кто разделяет с ними радость общего праздника. Стихотворения, сценки, вокальные и хореографические номера понравились всем зрителям без исключения. Каждый номер сопровождался бурными овациями и аплодисментами. Концерт прошел в теплой атмосфере и подарил всем учителям много позитива и хорошего настроения. Этот праздник стал настоящим символом глубокого уважения к тем, кто несет свет знаний, к тем, кто выбрал непростую работу, которая проходит через сердца. Илона Микаева, Баку Библая, Борис Цацуа, Гал Медиа. Место первых достижений. Благодаря поддержке премьер-министра Абхазии и депутата парламента от Галского района на территории второй школы города Гал вскоре появится большая и современная спортивная площадка, что поможет развитию не только учеников этого общеобразовательного учреждения, но и всего города. Работы, если позволят погодные условия, планируют завершить еще до конца года. С подробностями Анжела Убелава. На территории средней школы номер 2 города Гал продолжается строительство и благоустройство современной спортивной площадки. У школьников был небольшой спортзал в самом здании школы, но он сильно перегружен из-за того, что здесь занимались десятки классов, а спортивной площадки никогда не было. И такой мини-стадион, где дети могли бы играть в футбол, волейбол и проводить различные спартакиады районного и республиканского значения, был крайне необходим, рассказывает директор школы Ахра Кискири. Ну, в нашей школе учится 670-608 учащихся в разное время. Ну, это с учетом того, что у нас идет движение. И это составляет 70 классов. В нашей школе имеется самый большой спортивный зал. Но помимо уроков физкультуры на данной территории нашей
то есть на базе нашего спортзала проводятся другие мероприятия, посвященные спортивному мероприятию. Это борцовские состязания, турниры как районного, так и республиканского уровня, по баскетболу, по волейболу и другим видам спорта. Поэтому перегруженность нашего спортзала, она зашкаливает. И мы пришли к выводу о том, что нам нужно разгрузить наш спортзал. И для этого было остро необходимо строительство спортивной площадки. Вот. И с таким предложением я в июне месяце текущего года обратился к премьер-министру нашей республики Александру Золотинскому Анпаб. Также я обратился к депутату парламента по 35-му избирательному округу Шергеля Тимуру Дамуровичу. Они оперативно поддержали нашу просьбу, и буквально в течение нескольких дней сюда приехали представители УКС Абхазстроя, и они начали подготовительные работы. Первые подготовительные работы были начаты еще в сентябре, но приостановлены из-за непогоды. Тогда была расчищена прилегающая к школе территория, проведены ливневые стоки, очистительные и земляные работы, снято старое покрытие и грунт. На сегодняшний день территория под стадион уже выровнена, обустроено основание, по периметру установлены бордюры. Работы здесь продолжаются. Бригада строителей завозит готовый бетон, производит заливку и формирует основу стадиона. Буквально в начале сентября приехали мастера и начали строительство спортивной площадки на территории нашей школы. Здесь были старые строения, вот, пришлось их сносить и делать отводы и выкорчевывать территории, где должна была быть построена спортплощадка. В этом нам помощь оказала отдел образования администрации Галского района. Они оплатили работу гусеничного трактора, территории будущей спортплощадки. Оно будет составлять 38 на 18 метров. Это стандартная площадка. Здесь будет 4-метровое ограждение, сетка. Внутренняя сетка будет, чтобы сетка не портилась и мячи не рвались. После обращения директора школы Ахрика Пескери к премьер-министру Александру Анпаб и депутату парламента Тимуру Шергеле с предложением строительства и обустройства спортивного объекта было выделено почти 6 миллионов рублей. На начальном этапе, когда шли подготовительные работы, районное отдел образования помог с техникой. Подрядчиками выступили компания «Абхазстрой» и Управление капитального строительства. Узнав, что в нашей школе строится вот эта мини-футбольная площадка, я была просто счастлива. У меня сын в 8 классе, и теперь я не буду переживать, что он будет бегать куда-то на стадион, и на стадион он пойдет или куда-то. И как родитель я просто счастлива, что ребенок будет именно под присмотром школы, учителей, дежурных. И эта площадка как кислород важна для подрастающего поколения. Они будут вот здесь вот перед нашими глазами, перед глазами учителей. Создание спортивной площадки станет важным подспорьем и толчком для детей к спорту. Новое пространство позволит школьникам разгрузить спортзал, расположенный внутри школы, и даст возможность заниматься на открытом воздухе. После того, как будет готово искусственное покрытие и все работы завершатся, здесь можно будет сыграть в футбол и не только. При этом пользоваться площадкой смогут не только ученики второй школы, но и все жители района. Были сильно рады, ведь мы благодарим нашего директора школы Ахара Вячеславовича за такую возможность развития нашего спортклуба. В будущем она будет нам сильно помогать, ведь она находится на территории школы и предоставит нам большие возможности для развития нашего клуба. У нас будет новый стадион, и мы очень рады. Для тех, кто занимается спортом в нашей школе, это большая возможность иметь такой стадион. Я считаю, что спорт – это жизнь. А пока работы продолжаются. И если погода позволит, уже в следующем месяце состоится открытие спортивного объекта и первый долгожданный матч по мини-футболу между учителями и учащимися, говорит Пекпескири. По той информации, которую я имею, до конца текущего года строительства будут завершены, и наши детишки уже в полном объеме смогут пользоваться этой площадкой. Вот, также будет освещение. Я думаю, что помимо 650-670 учащихся нашей школы, здесь также будут этим стадионом пользоваться дети, которые учатся в других школах. Здесь будут спартакиады, разные спортивные мероприятия. А также
и другие молодые ребята, которые просто захотят заниматься спортом. Руководство школы делает все возможное, чтобы у школьников были комфортные условия для занятий физкультурой и спортом. Ведь именно на таких пришкольных, спортивных и дворовых объектах зарождается интерес к спорту. Достигаются первые спортивные успехи, завоевываются первые награды. Анжела Убилава, Тея Бесария, Бату Библая, Борис Цацуа, Гал Медиа. Печальная весть. Союз журналистов Абхазии извещает о скоропостижной смерти члена Творческого союза, Сапкора РИА Новости в Абхазии, руководителя культурного фонда «Платформа» Дмитрия Статейнова и выражает соболезнования родным и близким. Абхазию ждут 3 выходных подряд. В воскресенье 26 ноября в республике отмечают День Конституции. В честь праздника понедельник 27 ноября объявлен выходным днем. «Динамо» стала обладателем Кубка Абхазии по футболу 2023. Сухумская команда обыграла в финале Афон со счетом 5-3. Основное время команды сыграли в ничью 3-3, поэтому судья назначил дополнительные 2 тайма по 15 минут. В конце первого дополнительного тайма столичная команда вновь вышла вперед 4-3. «Динамо» забила и во втором дополнительном тайме, установив окончательный счет 5-3. Харитон Агарба к концу года может получить статус претендента на пояс WBA в первом полусреднем весе. В активе серебряного призера Европейских игр 2019 Харитона Агарба 12 побед на профессиональном ринге. Он занимает 10-е место в рейтинге WBA в первом полусреднем весе. Свои последние 3 боя Агарба провел в RCC Boxing Promotions. На этом пока все. Мы остаемся следить за новостями Галского района и всей республики. До скорой встречи на телеканале Гал Медиа. Абзерас!